Значит, сейчас распределитесь, кто поедет по этим населенным пунктам, чтобы не получилось все вот это. Бывает у нас коллективная безответственность. Все занимаются, все, и в конце концов никто ничем не занимается. Вот по Лежгине закройте. 12 числа тоже все должно быть закрыто. Вот этот шифер донесли, не довезли, кто-то не пришел, кто-то не уехал. 3,5 завтра, 5 тысяч. Нет, я не за это говорю. Я говорю за то, чтобы вот 12 числа по всем населенным пунктам, чтобы все было закрыто. И плюс 6 домов. Сами они это сделают. Попросят там соседей, с Грузии кого-то попросят, вас попросят, чтобы 12 числа по всем населенным пунктам все было закрыто. Вот такой подход. А вот эти два дома, о которых мы там говорили, не газифицированные в Альгете, это почему так произошло? Это какие два дома у нас там? Вот, которые лохи там, которые живут, говорят, у нас газа нет, поэтому мы не можем. Потому что нет, газ есть, они просто сами себе сделают. Значит, возьмите на контроль, вот на контроль возьмите и, значит, в ближайшее время, чтобы там был газ. Это Значит, кто газифицировал? это люди. Там внизу они говорили, два дома, да. Два дома, да, Нет, я вот эти два еще там, если есть, вот это закрыть, чтобы Альгете, да? чтобы закрыть полностью, чтобы все было газифицировано. 1-2 дома или 5 домов, чтобы это все было. Вот до 12 числа, до 13 до утра, где этот министр у нас правительства? Все, вот здесь тоже, вот командируешься, вот до конца здесь вы все вместе, до 13 числа утром я приеду, я посмотрю. Харцаба, отсидишь, как положено все сделать, чтобы вот любой ветер, какой бы ни был, чтобы здесь они стояли вечно. Ночью, чтобы ездили машины сюда, стройматериал везли. Ночью. شو دي أغان رياض دي شو شو رياض خلي ويوقف Так, пойдем дальше потихонечку. Ну, комиссия, вот я Ну подключитесь, что можно сделать там, ну, без комиссии, помогите. Да, сейчас дом менять, он сидит. Шифер, дышал, Жилхамар Хадид Дохнут, он я где это? Магомед. Да. Проследи, что можно было чтобы сделать там для начала, хорошо? الشحش داري بيقوا ستغي شو عندي غلق درسي أنا راح نريمونت حيش تقوى وقصة. نقدي؟ لا الماس Barkul diğer Магомед, вот во время недавнего ветра вас не было дома, вы находились в Москве в командировке. Скажите, пожалуйста, сегодня вы сразу, узнав о событиях, выехали в Жайракский район и увидели сами все произошедшее. Насколько вы оцениваете вот степень тяжести пострадавших здесь домов? Да, здесь мы знаем, что в Жайракском районе, в горной части, прошли ураганные ветры, и мы знаем, что нанесен значительный материальный ущерб. Я действительно находился в Москве в это время, ну и вчера прилетел с Москвы и сразу, но несмотря на то, что я находился за пределами республики, у нас работы проведены. Я вот сегодня приехал, чтобы посмотреть, как проведены работы, все это было на контроле, как осуществлена работа по восстановлению. Объекты жизнеобеспечения у нас восстановлены сразу. То есть у нас вода, электроэнергия, все это восстановлено не во временном режиме, то есть не по временному варианту, то есть работает стационарно. А мой приезд, я люблю сам приехать посмотреть, вот если есть, проводятся какие-то мероприятия, там, восстановительные или строительные работы, чтобы посмотреть воочию, что сделано и что нужно сделать. Сегодня мы провели совещание с ответственными. Здесь работает правительственная комиссия, комиссия МЧС. Но комиссия работает в режиме таком, что как бы у нас обычно долго выясняет, что произошло, а здесь самое главное, начата работа по восстановлению. Практически в населенном пункте Джейрах, Хули, Бейни, Ляжги и в Альгете выданы все, что нужно, и начата работа по
восстановления. То есть выданы шифер, стройматериалы. В отдельных населенных пунктах уже строительные организации начали работать. Вот Вот вы обозначили какие-то сроки вот этим строительным организациям, Минстрою? завершения сроки работ? обозначены, сроки, они просили у меня срок, значит, где-то до апреля, я им дал срок 4 дня. Значит, вот приеду и проверю все. Я думаю, что не уложится. Значит, ну, просили они чуть побольше срок, но это не значит, что работы будут проведены как бы форсированно, но некачественно. Лично, значит, я проверю, как работы эти идут, приеду еще раз сюда. Я думаю, что не уложится. Все, ну и выборочно я отдельные дома посетил, непосредственно населенные пункты, чтобы посмотреть с тем, чтобы посмотреть, как идут эти работы. Считаю, что сработали эффективно, своевременно, но думаю, что работа оставшаяся, она будет вовремя осуществлена. Влад Магомедович, вот люди горных сел особенно вас ждут, бывает, они с какими-то другими просьбами обычно обращаются. Вы обещали им еще помочь, например, в Альгете с мечетью, с какими-то другими вопросами. Да, эта мечеть, она, ее нужно реставрировать, они обратились с просьбой, и сегодня, да, параллельно много было обращений, которые, ну, даже вот вы обратили внимание, что мечеть мы параллельно тоже ее выстроим с тем, чтобы люди могли туда проходить.